Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о гибели женщины во время пожара в квартире многоэтажки и как большая семья осталась без крыши над головой в результате возгорания в поселке Вознесенское. Покажем последствия крупной аварии в Высокогорском районе. 1 человек погиб, 3 в тяжелом состоянии. А также девушка-пешеход пострадала в результате столкновения 3 автомобилей. И что испугало ночью жителей дома на проспекте Победы. Это и не только прямо сейчас. Женщина погибла сегодня в результате пожара в квартире одного из домов на Ноксинском спуске в Казани. Сообщение о возгорании поступило на номер вызова пожарной охраны 101 примерно в 15 часов 30 минут. Очевидцы говорили, что из окна 3-го этажа идет густой дым. Через балкон по лестнице спасли мужчину. Проникнув в квартиру через дверь, спасли из огня ребенка. Их передали в руки медиков. В коридоре на полу лежала женщина. Ее также передали врачам. Но им оставалось только констатировать смерть. В 16 часов пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Без крыши над головой минувшим вечером осталась большая семья. В поселке Вознесенское вспыхнул частный дом. Внутри в это время было 4 человека. Хозяева, муж с женой, их 36-летняя дочь и 3-летний внук. Пламя распространялось с такой скоростью, что люди не успели даже схватить документы и телефоны. Ребенка из огня в самый последний момент вытащил глава семейства. И едва они выскочили на улицу, рухнула крыша. Людям только оставалось смотреть, как догорает все, что у них было. Сейчас я с соседней улицы, через наши соседи сюда ходим в район. От центрального водопровода. Они молча смотрели, как огонь поглощает все, что у них было. 16 лет назад муж с женой и 5 их детей переехали в Казань. Дом строили сами, своими руками. Он был полностью деревянный, спасти ничего не смогли. В момент возгорания внутри находились 4 человека. Папа с мамой и сестра с ребенком. Я как раз сюда шла. Огонь, рассказывают, распространялся с огромной скоростью. Хозяева не успели даже взять ни деньги, ни документы. Остался только 1 мобильный телефон. В дыму искали 3-летнего ребенка. Глава семейства вытащил его буквально из огня. И едва дед с внуком выскочили на улицу, рухнула крыша. Считают, что вспыхнуло все из-за бани. Ее как раз затопили. А есть куда пойти? У нас все сгорело, вещи все сгорели, деньги все сгорели, ничего не осталось. Помогите, пожалуйста, чем можете. Люди добрые, помогите. На ночь их приютили соседи. Куда идти дальше, они не представляют. Дом застрахован не был, и ни на какое возмещение убытков рассчитывать не приходится. Семья просит помощи у неравнодушных казанцев. Они нуждаются как в финансах, так и в вещах первой необходимости. Лина Изнатульна, Константин Бушуев, «Вызов 112». В это же самое время баня загорелась и в поселке Борисоглебское. Хозяин дома уже спал. Его супруга перед тем, как лечь спать, выглянула в окно и увидела, что крыша бани объята пламенем. Тушить пытались сами. На помощь прибежали соседи, забрасывали огонь снегом. Окончательно справились с огнем прибывшие на место пожарные. Вроде холодная уже была баня, она уже не тлела, ничего не горело там. Я даже не знаю, что возгорание к чему-то привело. А электричество там было? Да, электричество, на дровах она у нас. Хозяева считают, что баня вспыхнула только из-за замыкания проводки. Печь к моменту пожара уже остыла и не могла быть причиной пожара. Окончательные выводы сделают дознаватели. Ни баня, ни дом также не застрахованы. 68-летняя женщина погибла, еще 3 человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу в результате аварии в Высокогорском районе. На 30-м километре автодороги Казань-Малмыж столкнулись БМВ и бензовоз «Скания». По предварительным данным, женщина-водитель кроссовера во время обгона потеряла контроль над автомобилем. Машину занесло и боком вынесло на встречную полосу прямо под большегруз. Я думаю, моей вины нет, я просто ехал, не нарушал ничего. Скорость, допустим, мы быстро не ездим, нам нельзя, у нас ограничения 60 км в час. Водитель «Скании» рассказал, ехал из Зеленодольска в Арск на загрузку топлива. Когда иномарка вылетела на встречную полосу, пытаться что-то сделать было уже поздно. Момент аварии запечатлел видеорегистратор бензовоза. На записи видно, как БМВ во время обгона заносит, и машина правым боком вылетает прямо на грузовик. Много остановилось, людей помогали.
Кто-то помогал вытаскивать, кто-то скорую вызывал. 68-летняя женщина, погибшая в результате аварии, сидела на заднем пассажирском сиденье иномарки. Сотрудникам МЧС, чтобы добраться до нее, пришлось разрезать дверь. Еще 2 пассажира и женщина-водитель были в тяжелом состоянии. Самостоятельно передвигаться они не могли. Их тоже доставали из салона спасателя. 4-й пассажир тоже пострадал, но не сильно. Он жаловался на боли в груди. Всех госпитализировали. Окончательная вина участия в дорожно-транспортном происшествии будет установлена по окончании предварительного следствия. По результатам проверки, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. 37-летняя женщина пострадала в результате крупной аварии на Горьковском шоссе в Казани. Там столкнулись Hyundai Solaris и Deo Gentra. Водитель последний за несколько минут до этого столкновения не справился с управлением и врезался в левый металлический отбойник. Повреждение передней части автомобиля как раз от этого. Машина остановилась практически посреди дороги. Пока водитель осознавал, как это произошло и что делать дальше, в Deo сзади на полной скорости врезалась Hyundai. Впереди машина ехал. Он сразу объехал, и сразу вышел с дороги. Он вот здесь посредине стоял. Даже аварийку знак не поставил. Даже аварийку не включил. Я тормозил, просто не успел. В Deo Hyundai врезалась на скорости в 70 км в час. От удара оба автомобиля откинуло вправо к противоположному отбойнику. Hyundai после столкновения загорелась. С пламенем справились своими силами, помогли проезжающие автомобилисты. Пожарных вызывать не пришлось. Пассажирка Hyundai ударилась головой. Подушки безопасности в машине не сработали. Женщину с ушибами и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму госпитализировали. 18-летняя девушка-пешеход пострадала в результате столкновения 3 автомобилей на пересечении проспекта Победы и улицы Минская в Казани. 19-летний водитель «Лады» 9-й модели в нарушении правил хотел развернуться, не пропустил при этом едущую прямо БМВ. После сильного столкновения иномарку отбросила на соседний «Мерседес», а «Ладу» выбросила с дороги на трамвайную остановку, где она избила пешехода. Очень сильно повезло, что все живы, целы, здоровы. Водитель БМВ говорит, что все могло бы окончиться гораздо печальнее. Рассказывает, ехал по левой полосе на зеленый сигнал светофора. В этот момент дорогу ему перекрыла «Лада». 19-летний водитель, который стал разворачиваться, хотя правила это запрещают. Избежать столкновения водитель иномарки не смог. Я не мог принять вправо, потому что вправо была машина. Но было неизбежно. То есть либо я сношу 9-ку, либо я сношу половину Мерседеса. Я не специально, там не было времени на раздумье уже в кого лететь, и я просто уже бил по тормозам максимально. На Мерседес БМВ все же откинула. Удар пришелся по касательной в задний бампер. «Ладу» же развернула и отбросила на пешеходный переход. Там как раз стояла девушка с ребенком. От вылета 9-ки на остановку спас столб. Они стояли вот на разделительной вот этой полосе как раз на остановке. Сказали то, что до ребенка машина не дошла, то есть он просто очень сильно испугался. Упал и приехала скорая. 18-летнюю девушку, которую задела «Лада», госпитализировали. Свою вину водитель «Лады» признал полностью. Оплачивать ущерб владельцам иномарок, вероятно, придется ему самому. Обязательной страховки у молодого человека нет. Рания Абдрахманова, Константин Бушуев. Вызов 112. Громкие хлопки разбудили ночью жителей 30-го дома по проспекту Победы в Казани. Выйдя на улицу, люди увидели охваченную огнем подъездную дверь. Стены были разрисованы и расписаны красной краской, а на машинах листки с угрозами. Подозреваемый нашелся быстро. Один из жителей дома несколько лет не дает остальным спокойно жить. Он высунулся, посмотрел. Люди здесь томашатся, бегают. Владимир, испугавшись, вышел на улицу. Там прямо перед подъездом горели баллончики с краской. Двери и стены подъезда были расписаны, а на машинах лежали листовки с угрозами. Того, кто все это устроил, нашли быстро. Он попал в объективы камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержали. 35-летний мужчина несколько лет не дает спокойно жить. Периодически кидает с 9-го этажа мебель, гири и гантели. Соседи считают, что причина такого поведения – наркотики. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. В настоящее время проведено медицинское освидетельствование, анализы направлены на экспертизу. Сейчас проводится проверка, по результатам которой и будет принято процессуальное решение. Иван Сарафанов, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.